Пост в месяц Рамадан является обязанностью каждого совершеннолетнего мусульманина. Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Хотя предыдущие уммы тоже соблюдали пост, но пост Рамадан был предписан только умме Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Предыдущие пророки, мир им и их последователи, должны были соблюдать пост и при этом воздерживаться от пищи круглыми сутками. Однако пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и нашей умме предписано воздерживаться от всего, что нарушает пост, только в течение светового дня до наступления времени вечернего намаза. Более того, в некоторых случаях представителям нашей уммы разрешается вообще не соблюдать пост. Таковыми являются следующие случаи. Пожалуйста, перебори свою лень и досмотри это видео до конца, ведь в них только достоверные хадисы и смысл аятов из священного Корана. Здесь есть то, чего не знают многие мусульмане, но они обязаны это знать. Без этих знаний их вера может пошатнуться и ослабнуть. Альхамдулилля, нас смотрят не только мусульмане, и в последнее время мы физически не успеваем отвечать на все ваши вопросы. Если вы знаете достоверный ответ, то, пожалуйста, помогайте друг другу. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всякому, кто поможет нужде своему брату, Аллах поможет в его собственной нужде». Хадис от Абдулла ибн Умара, Сахих аль-Бухари. Первое. Путешествие. Пребывание во время месяца Рамадан в пути с точки зрения шариата, при котором разрешается сокращать намаз, считается одной из причин, дозволяющих не держать пост. Пропущенные за этот период посты человек обязан возместить другие удобные для него время. Всевышний Аллах в Коране говорит: смысл: «А если кто из вас болен или находится в пути и поэтому не соблюдал пост, то на нем лежит обязанность поститься определенное число других дней по числу пропущенных дней». Сура Аль-Бакара, аят 184. Второе. Болезнь. Если человек заболел, и из-за болезни он не может соблюдать пост, или же из-за поста лечение затягивается, или же он принимает лекарства, отказ от которых может привести к вышеперечисленным последствиям, то ему разрешается не держать пост месяц Рамадан. Такое же решение действует относительно того человека, у которого при соблюдении поста может обостриться болезнь или наступить ухудшение физического состояния. Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге Тухват аль-Мухтадж пишет об этом следующее: разрешается не поститься в месяц Рамадан, а тем более не держать другие обязательные посты больному человеку, то есть он даже обязан не держать пост, если эта болезнь наносит тяжкий вред организму. То есть это такой вред, который дозволяет человеку делать таяммум вместо омовения, болезнь, которая не позволяет человеку использовать воду, если он опасается, что вода может принести вред какому-либо его органу, допустим, из-за аллергической реакции на контакт с водой, или же он опасается, что его болезнь может затянуться. В нашем случае соблюдение поста подобно использованию воды. Об этом имеется недвусмысленное утверждение имама и иджма. Такому больному дозволяется не поститься, даже если болезнь возникла по его собственной вине. Человек, пропустивший пост по причине болезни, в последующем, после того, как выздоровеет, в удобное для себя время, обязан возместить пропущенные дни поста, как об этом говорится в вышеупомянутом аяте. Третье. Беременность и кормление грудью. Беременным и кормящим грудью женщинам можно пропустить пост, если даже беспокойства за жизнь ребенка нет, но если риск есть, она обязана прервать пост. Также разрешается прервать пост женщине, которая бесплатно либо платно кормит чужого ребенка. В книге Рахмат аль-Умма пишется, что все 4 имама сошлись во мнении о дозволении не соблюдать пост женщине, беспокоящейся за своего ребенка. Но если она будет поститься, ее пост будет действительным. Беспокойство за жизнь ребенка считается обоснованным, когда велик риск выкидыша или исчезновения молока в груди, вследствие чего ребенок может умереть или сильно ослабеть. Женщины, которые из-за страха за себя или же за ребенка пропустили пост, не должны выплачивать фидья, а должны лишь возместить пост. От количества детей фидья не увеличивается. Если беременная женщина боится, что соблюдение поста может нанести вред ей самой или ребенку,
то в этом случае она также может не держать пост. Точно так же, если кормящая женщина боится, что из-за соблюдения поста у нее может пропасть молоко, то она может не держать пост. 4. Возраст. Престарелым и пожилым людям, которые не могут поститься из-за своего возраста, также разрешается не держать пост, и они обязаны за каждый день месяца Рамадан выплачивать фидию. Фидия – это искупление за каждый пропущенный пост по одному мудду наиболее употребляемого продукта. Муд равен 1/4 саха. Точно такое же решение будет действительно и в отношении неизлечимо больных людей. Всевышний Аллах в Коране говорит: смысл. Тем, которые могут поститься только с большим трудом из-за старости или неизлечимой болезни, надлежит выплачивать выкуп в виде кормления одного бедняка за каждый пропущенный день. Сура Аль-Бакара, аят 184. Стоит отметить, что неспособные поститься старики и безнадежно больные люди обязаны выплачивать только лишь фидию, а возмещать пропущенные посты не должны. 5. Сильная жажда и голод. Если человек, который соблюдает пост, испытывает сильную жажду или нестерпимый голод, то ему следует прервать пост и поесть столько, сколько необходимо для утоления голода. Однако он должен соблюдать имсак, то есть ему следует прекратить прием пищи до конца дня и возместить пост этого дня. Что касается фидия, то ему не нужно выплачивать ее. Более того, если постящийся человек испытывает настолько сильную жажду и голод, что он может потерять сознание или навредить своему здоровью, он должен прервать пост и возместить его в другое время. 6. Работа в тяжелых условиях. Вообще, работать в таких тяжелых условиях, когда невозможно соблюдать пост, для мусульманина является неправильным. Однако обстоятельства складываются таким образом, что иногда человек вынужден трудиться в очень тяжелых условиях. Это также может быть связано с сезонными сельскохозяйственными работами, от которых зависит годовой урожай. Ведь отказ от проведения тех или иных работ в строго определенные дни может привести к гибели всего урожая. Если человек, работающий в подобных условиях, опасается, что соблюдение поста может нанести вред его здоровью, то ему разрешается не соблюдать пост в этот день. Он так же, как и человек, пропустивший пост из-за сильной жажды и голода, должен будет возмещать пост этого дня, а выплачивать фидия он не должен. Во всех этих случаях ученые согласились с тем, что если пропущенный пост нужно возмещать, то один пост возмещается одним постом. Я же желаю вам рая и делюсь с вами полезной информацией. И вы поделитесь этой информацией с теми, кому желаете рая. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.